Шамшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 7-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки абазов» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте, что видео будет доступно еще и на официальном канале, на официальном YouTube-канале Алашара. Не забывайте подписываться на наши группы, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, сегодня мы с вами повторим счет от 1 до 20 на родном языке. Вспомним название дней недели и сделаем небольшое упражнение. Вот такое у нас сегодня занятие по повторению. Итак, счет на родном языке Абхядзара. Абхядзара. Давайте будем с вами записывать для того, чтобы занятия у нас проходили максимально плодотворно и эффективно, да? Итак, счет Абхядзара. Здесь мы встречаем два интересных звука, звук Х и звук Дз. Звук Х пишется очень легко, можно даже догадаться, как он пишется. Всего лишь Х – мягкий знак. Со звуком Дз все не так однозначно, да? Пишется он Д-З. Для того, чтобы нам с вами было легче запомнить этот звук, я вам такую подсказку подготовила. Значит, Дз. Звук «дз» – это как слово «дз» – вода. Вот так. Будем теперь вот так запоминать. Значит, звук «дз», который пишется как «д-з», запомнить его очень легко. Слово «вода» тоже «дз», пишется вот так. «д-з-и». Итак, приступим. Сначала счет до 5. Зак, гба, хпа, пшба, хуба. Давайте будем все это сразу записывать. Не стесняйтесь, пишите. Чем больше вы будете вовлекаться в процесс, тем быстрее увидите положительные изменения. И хороший результат, что самое главное. Итак, зак, гба, хпа, пшба, хуба. В слове зак интересный звук. Это звук к. Звук к пишется как к, палочка. Зак. Повторяйте тоже за мной, тренируйте произношение. Зак. Ба. На абазинском языке 2, да? Ба. Звук г. Г. Потренируйте тоже произношение. Звук г пишется как г, палочка в. Ба. Хпа. Здесь мы видим, вроде бы читается... Нету никаких сложных звуков, но видно, что надо обратить внимание, что букву Х мы читаем как звонкую, ее звонкий вариант хпа. Дальше пшба, это 4, очень легко читается, да, слово пшба. Дальше хуба, хуба это 5. Обратите внимание на звук Х, который пишется как Х в, да. Помните, мы проходили правила чтения этого звука «хо». Итак, давайте теперь просто повторим. Будем произносить вместе со мной. Зак, ба, хпа, пшба, хуба. Молодцы. Следующее. Дальше двигаемся. Цба, бэжба, ахба. Цба 6, бэжба 7, ахба 8. Цба, бэжба, ахба. Итак, со словом цба все понятно, как слышится, так и пишется. Бэжба тоже несложное слово, несложно в написании. Интересный для нас звук, здесь звук ж. В принципе, очень легко догадаться, как пишется этот звук. Ж, мягкий знак. Обратите внимание, как читается звук и. Мягко, да, как будто бы его даже и не слышно. Бэжба, бэжба. Дальше слово ахба.
А'ба. Звук г, который пишется как г палочка. Г. А'ба. Молодцы, молодцы. Пишите, пишите, не стесняйтесь. Итак, цба, бжба, а'ба. Дальше. 9 и 10. Очень похожие слова. 9 жба, 10 жаба. Жба, жаба. Здесь мы встречаем звук ж. Тоже очень интересный, тоже легко запомнить. Мы часто его проходили на прошлых занятиях. Жба, жаба. Жба, жаба. Звук ж пишется как ж в. Молодцы, пишите, пишите. Теперь самое интересное. Мы с вами сейчас разберем и поймем сам принцип, да? Как надо считать на абазинском языке от 10 до 20. Значит, что такое 11? Это 10 плюс единица, да? Мы помним, что 10 это жаба. Единица мы знаем, что это зак. Значит, сам элементарный принцип. Мы берем первый звук из слова 10, то есть звук ж. Из слова 1 мы тоже берем первый звук, звук з, и соединяем их гласной. Элементарная логика. И получается у нас слово жиз. Жиз. Да? Смотрите. Жаба это 10, зак это единица. Если мы соединяем первые звуки этих слов, у нас получается жиз. Жиз. Для того, чтобы мы ничего не упускали из виду, сразу обратим внимание на звук к в слове зак. Повторим его, да, мы сегодня его встречали уже. Зак. Звук к это к и палочка. А слово 11 это жиз. Теперь дальше. Смотрите, логика та же самая, да? Теперь мы вспоминаем, как, то есть не вспоминаем, а учим, как надо говорить 12. Значит, 10 жаба. 2 это вба. Первый звук из слова 10, звук ж, берем. Дальше берем первый звук из слова 2, то есть звук в. Хоть он и состоит из двух букв и символа палочки, это все равно один звук в. И звук ж, и звук в мы берем и соединяем гласной. Получается ж. Ж это 12. Ж 12. Молодцы. Теперь 13. То же самое, да? Берем первый звук из слова 10, ж. Берем первый звук из слова хпа, то есть 3. Соединяем их с помощью гласной. Получается у нас жах. Жах. Жаба 10, хпа 3, 13 жах. Видите, ничего сложного совершенно. Теперь давайте 14 по той же системе разберем. Значит, 14 это жаба 10 и 4 пшба. Берем первый звук из слова 10 ж, а из слова 4 мы возьмем первые два звука. Звук п, щ, то есть оба, да? Соединяем с помощью гласной и получаем жипщ. Жипщ. 14. Жипщ. Молодцы. Теперь как сказать 15? Жаба. Опять 10. Хба это 5. Да? Хо. Хба. Звук хо пишется как хв. Соединяем их вместе гласной, получается у нас жх. 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 15. Так, теперь, когда мы говорим 16, что мы делаем? Мы берем 10, берем 6, соединяем их с помощью гласной, и получается у нас жиц. Да? Жиц. Цба читается очень легко. Мы берем из цба первый звук ц, соединяем с первым звуком из слова 10, и, пожалуйста, получается жиц. Теперь, как сказать 17? Логика та же самая. Берем, значит, звук ж, прибавляем к нему
но здесь немножко не как в предыдущих случаях. Берем не первый звук, а берем вот, прибавляем звук бж. Из слова бжба мы берем часть бж. И получается жибж. Тоже очень легко, да, запомнить. Жибж, жибж, жибж. Как сказать 18? 18 мы говорим следующим образом. 10 плюс 8. Из слова 8 мы берем не первый звук а вот второй. Мы не говорим, то есть мы берем вот звук г. Звук г пишется как г палочка, да? Ба это 8, а мы берем звук г, и получается у нас жа, 18. Чтобы сказать 19, вот смотрите, интересно, да, один и тот же звук мы должны как бы соединить. Звук ж из слова жаба и звук ж из слова жба. Получается у нас жеж. Вот так вот, жеж. 19 это жеж. Теперь что мы делаем? Теперь нам надо сказать 20. Чтобы сказать 20, мы берем 2 десятка. Как на абазинском сказать 2? 2 это «ба», да? Чтобы сказать 2 десятка, мы берем первый звук «г» из слова «ба», и дальше берем звук «ж» из слова «жаба», то есть 10. Получается у нас «вя-жа». «Вя-жа», буквально 2 десятка. «Вя-жа». Видите, как легко? Итак, молодцы. Мы вспомнили с вами, как посчитать на родном языке от 1 до 20. Поняли, что ничего сложного в этом нету. Теперь давайте с вами повторим дни недели. Как сказать дни недели на абазинском языке? Амчебыж, амшква. Амчебыж, амшква. Значит, какие интересные звуки мы здесь встречаем? Звук «ж». Ну, этот звук очень простой, да? Это как на русском «ж». Ну, «ж» мягкий знак. Легко представить, легко запомнить. Что касается звука «к», то мы его запомним следующим образом. Смотрите, видите, крыша. На абазинском крыша это «к». Ну, «к», крыша. Вот пишется вот так. Теперь, когда будете думать, как написать звук «к», сразу вспоминайте крышу, вспоминайте букву «к», две буквы вместе «к», «в». Вот вам, пожалуйста, легко построить такой ассоциативный ряд и легко запомнить. Поехали. Теперь вспомним, как сказать понедельник, вторник, среда на абазинском языке. Понедельник – шахя, вторник – вяша, среда – хаша. Значит, понедельник на абазинском языке нам с вами надо просто запомнить. Какие интересные звуки мы здесь встречаем? Звук «ш», да, звук «ш» пишется как «ш», «в». И звук «х». Звук «х» это «х» мягкий знак, тоже легко запомнить. Шахя, понедельник. Теперь, как нам запомнить вяша? Вяша. Запоминаем вот как. Вяша это вторник, то есть второй день недели. Как сказать 2 на абазинском языке? 2 это «вба», да? То есть «вба». Это 2, а второй день недели это вяша. Видите? Ну, легко. Третий день недели, то есть 3 на абазинском языке хпа, а третий день недели это хаша. Да? Легко. Теперь дальше. Четверг на абазинском языке пщаша, пятница хуаша, суббота сапша, воскресенье мчаша. Да? Смотрите, значит, пщаша. Подсказка у нас какая? 4-й день недели и 4 на абазинском языке пщба. Пщба. 4, 4-й день недели пщаша. 5-й день недели хуаша. Опять на абазинском языке хуба. То есть вообще очень легко, да? Хуба. Сразу вспоминаем, что 5-й день недели, который нужно сказать, это нам надо сказать хуаша. Что касается слова сапша и мчаша, мы это с вами просто запоминаем. Теперь давайте еще раз повторим. Значит, смотрите, я разделила на 2 столбика, да? Слева у нас те
дни недели, которые мы с вами можем запомнить. У нас есть подсказка в числительных. А слева 3 дня недели, которые нам надо просто запомнить. Итак, шахя, сапша, мчаша. Понедельник, суббота, воскресенье просто запомним. Шахя, сапша, мчаша. Все, что между понедельником и пятницей, мы с вами можем использовать такие подсказки. Значит, вяша, вторник, от слова гюба, 2, да? Вяша, гюба, легко. Хаша, хпа, то есть 3-й день недели, от слова 3. Хаша, хпа. Пщаша, пщба, 4-й день недели, от слова 4, да? Или хуаша, хуба. Тоже очень просто. Итак, вяша, хаша, пщаша, хуаша, вторник, среда, четверг, пятница. И шахя, сапша, мчаша, понедельник, суббота, воскресенье. Да? Молодцы. Молодцы. Теперь смотрите, что у нас на очереди. На очереди у нас упражнение, тоже очень простое, тоже связанное с цифрами. Мы сейчас с вами его легко с ним справимся. Значит, упражнение на абазинском языке ачарышцара. 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 Давайте не будем спешить. Спокойненько возьмем, запишем это слово. Торопиться нам некуда. Давайте будем стараться и использовать каждую возможность что-то как-то плодотворно сегодня с вами позаниматься. Ачарышцара. Интересный звук здесь, звук Ч. Звук Ч пишется как Т-Ш. Как нам с вами его легко запомнить? С помощью слова Ч. Лошадь. Значит, когда мы вспоминаем, где-то нам встречается слово, привыкать, когда нам нужно написать слово Ч или просто звук Ч, мы пишем Т-Ш. Да? Т-Ш, Ш от слова лошадь. Вот. Ачарышцара. Переводится как, больше как тренировка, да? Пишем, запоминаем. Поехали. Смотрите. Давайте подумаем и скажем, как нам на абазинском языке назвать этот номер телефона. 8 928 924 12 78. Да? На абазинском языке мы называем номера телефонов не просто с помощью простых чисел, то есть 8, 9, 2, 8. Давайте тренироваться. Сейчас вот буквально полминутки подумайте, вспомните, и я начну вместе с вами, значит, думать, и появляться будут на экране те числа, которые правильно назвать. Итак, 8 на абазинском языке вспоминаем как ахба. Дальше что мы должны сказать? Мы говорим 9. 9 на абазинском языке жба. Потом 2 хба. Еще раз 8 ахба. 9 еще раз жба. Теперь 2 надо сказать хба. Теперь нужно сказать 4 пщба. Да? Давайте все это будем записывать, все эти цифры. Угу, молодцы, молодцы. Пишите, пишите. Теперь нам осталось сказать 12 и еще надо сказать 78. 12 мы говорим тоже по простыми числами. 1 зак, 2 хба. А 78 мы говорим 7 бжба, а 8 ахба. Да? Вот видите, как легко и просто. Теперь, значит, давайте еще раз пройдемся по самым интересным звукам и попытаемся их запомнить. Итак, слово ахба встречается здесь нам несколько раз. В слове ахба мы видим звук г. Звук г пишется как г палочка. Да? Встречается несколько раз слово жба. В слове жба нас интересует звук ж. Звук ж пишется как ж в. Ж в. Несколько раз встречается слово хюба. Слово хюба пишется как г
палочка В, да? Угу, молодцы, молодцы, отлично. В слове «зак» мы встречаем звук «к», который пишется как «к-палочка». Вот молодцы. Теперь давайте потренируемся в произношении. Как мы назовем это телефонный номер? Ахба, жба, жба, ахба, жба, жба, пшба, зак, жба, бжба, ахба. Видите, ничего сложного нету. Еще один номер телефона на сегодня. Давайте еще потренируемся. Итак, давайте подумайте сами сначала, прикиньте, как бы вы назвали. Сейчас мы будем делать упражнение вместе. Итак, 8 ахба, 9 жба, 1 зак, 8, еще раз, ахба, теперь нужно сказать 3 хпа, 7, давайте вспоминайте, как 7 сказать, бжба, теперь 8 нужно еще раз вспомнить, да, 8 ахба, 1, как сказать, единица, зак, как сказать 6, цба, как сказать 5, хба, 4, пшба. Видите, как легко. Еще раз обращаем внимание на звук «г» в слове «ахба», на звук «ж» в слове «жба», на звук «ж» в слове «бжба», на звук «к» в слове «зак». Если мы захотим сказать, например, номер телефона, так как это заимствованные слова, будет у телефон, а номер. Вот так это будет. Но назвать цифры мы можем на своем языке. Давайте теперь зачитаем, потренируемся еще раз в произношении. Ахба, жба, зак, ахба, хпа, бжба, ахба, зак, цба, хба, пшба. Молодцы, молодцы. Еще раз прочитаем. Ахба, жба, зак, ахба, хпа, бжба, ахба, зак, цба, хба, пшба. Молодцы. Отлично поработали. Я вас всех хвалю. Активно писали, старались. Сегодня хочу вам напомнить, что для того, чтобы легче запоминать новые слова и быстрее у нас с вами наступил прогресс, мы с вами никогда не ленимся и пишем. И самое главное, все те, кто ведет записи у себя в тетрадках, не забывайте их просматривать изо дня в день, хотя бы по паре минуток, потому что мы с вами знаем, да, что систематичность, регулярность – это самое главное в обучении. Еще раз вам напоминаю, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара, там тоже будут доступны все видеоролики. Ставьте лайки за наши видео, комментируйте видео. Поэтому, пожалуйста, приятно было сегодня с вами пообщаться. Я с вами прощаюсь. Аллах даш за разход.